Тем временем в Айхальской больнице началась диспансеризация населения. Бесплатно жители поселка могут пройти обследование организма. Это поможет на ранних стадиях выявить возможные заболевания. Приемы каких специалистов предусматривает диспансеризация и сколько времени займет процедура, узнавали наши коллеги. Вы знаете, что такое диспансеризация? Нет. Я не знаю, что такое диспансеризация. Ну, это когда, наверное, по причине болезни ложат в больницу, как-то так? Что это такое, знаю, объявление видел, но не приглашали. Это в больнице? Да. Нам мы проходили. Нет, не знаю. Многие жители поселка на вопрос «Знаете ли вы, что такое диспансеризация?» теряются. Лишь немногие знают, о чем идет речь. В Айхальской больнице каждый год для жителей поселка разных возрастов проводят бесплатное обследование организма. Профилактические мероприятия помогут на ранних стадиях выявить возможные заболевания у обследуемых. Люди немножко легкомысленно относятся к своему здоровью, не придают должного внимания вот именно проблеме, когда заболевание можно выявить на ранних стадиях, когда можно снизить факторы вот эти вот риска, убрать некоторые, то есть снизить риск возникновения данных заболеваний. Конечно, у нас большие трудности вот именно не с тем, что мы не можем обследовать данное количество, а просто люди плохо идут. Диспансеризация проводится один раз в 3 года. Ежегодно, вне зависимости от возраста, диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий. Узнать возраст прохождения достаточно разделить вот количество лет, которое исполняется, либо исполнилось вам в этом году на 3. Если результат получается круглый, без остатка, то вам в этом году нужно проходить диспансеризацию. Диспансеризация населения проходит в 2 этапа. В первую очередь каждый обследуемый проходит анкетирование. Пациента опрашивают, узнают о вредных привычках, о характере питания, физических нагрузках. В этот же день сдаются анализы, обязательно для всех. Это кровь на сахар и кровь на холестерин, возможно, экспресс-диагностика этого метода. С результатами обследования, уже с результатами анализа, повторный осмотр терапевта для выявления причин. Флюорография проходится обязательно раз в год. Все остальные обследования, они назначаются в зависимости от пола и возраста. Второй этап диспансеризации для каждого проходит индивидуально. Врачи оценивают уровень проблем и назначают дополнительные обследования. Это могут быть УЗИ и консультации узких специалистов. После прохождения диспансеризации обследуемые получают подробную информацию о состоянии своего здоровья. При необходимости направляются на дальнейшее лечение. Альбина Шарафединова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».